Я только что попал на 150 тысяч. Это правда. В прошлом году мы построили очень красивый, шикарный дом. Очень большой, красивый дом. А в этом году нам позвонили, сказали, с кровлей проблемы. Мы приехали, и действительно с кровлей большие проблемы. Как вы считаете, в чем была проблема? Мы нарушили технологию строительства. У нас просто были руки с жопы. Некачественный был материал. Ну или причина хз. Как вы считаете? На самом деле причина хз. Но в чем же проблема? Мы построили дом и приступили к устройству кровли. Но когда делаем кровлю, делаем деревянный настил, который передвигаем и по нему передвигаемся. Потому что ходить по металлу нельзя, потому что мы его ногами промнем. Вмятины будут на металле. Поэтому делается деревянный настил. Но когда передвигали этот деревянный настил, образовывались небольшие царапинки. С данным металлом мы работали впервые. Этот металл хороший, дорогой. Его выбирал заказчик. Хороший, дорогой, качественный металл. Но почему-то, когда передвигали деревянный тупой предмет по металлу на металле, на лакокрасочном покрытии образовывались царапины. И мы принимаем решение. В таком случае, мы же не можем заказчику оставить кровлю с открытым металлом, с царапинами. Мы принимаем решение, что надо эти места подкрашивать. Это, я считаю, абсолютно грамотное решение. Мы же не можем оставить крышу, которая будет подвергаться коррозии. Тут же вода, снег. То есть я считаю, что абсолютно правильное решение. И заодно, видать, строители везде, где сомневались, где может образовываться коррозия, везде подкрашивали. Где снегозадержатели, где яндовы. Чувствую, чуть-чуть переусердствовали. Дом мы в прошлом году и крышу, следовательно, сдали, пожали друг другу руки, улыбнулись, и разбежались. А в этом году заказчик приезжает и видит крышу леопард. Краска выгорела. Вы представляете? Та краска, которую мы купили, она поменяла тон. То есть она изменила свой цвет. Естественно, у него недоумение и внутреннее, уверен, негодование. Теперь что делать-то? Он уже деньги платил за результат, а у него крыша какая. Я его прекрасно понимаю, потому что я же тоже человек, я тоже заказчик, как и вы. Прекрасно понимаю. И я приезжаю, вижу крышу леопард. Это тоже удивление, потому что я понимаю, сколько это денег стоит. То есть я понимаю, что 150 тысяч это это все. Мы заказчик, одно из решений. Давайте мы самое простое решение, самое копеечное, купить автомобильную специальную краску, это все дело перекрыть. Но где гарантия того, что она не выцветит второй раз? Нет никакой. Поэтому я заказчика понимаю, но он говорит, давайте нормально. Давай нормально. То есть я понимаю, что это просто мы сейчас снимаем весь металл и за свой счет 150 тысяч, повторюсь, мы кладем новый металл. Согласовываем с заказчиком кровельный материал. Он говорит, давайте я немного доплачу. То есть 150 наших плюс доплата от заказчика. И мы сейчас кладем кровлю Shingles. Хороший, качественный материал. Сейчас добиваем ОСБ листы, и подкладочные ковры, и мягкую черепицу Shingles будем класть. Уже начали. Приняли такое решение заказчика. Так кто виноват? Заказчик? Да нет. Он выбрал декоративный материал, но он выбрал, все, работайте. Если будут претензии, сообщите. По моей логике, я сейчас свою логику исключительно. То есть магазин, что появились царапины? Нет. То есть мы претензий магазину никакие не предъявляли, мы стройку не останавливали. Да, были царапины, но мы не сообщали это заказчику. Мы проявили инициативу, мы купили баллон с краской тон в тон, один в один. И начали подкрашивать. Магазину претензий мы тоже не выражали. Не было той великой критичности, чтобы это делать. Сейчас, секунду.
Валера! Валерий! Дай мне 5 минут! Дай 5 минут! Не было того уровня критичности, чтобы останавливать стройку. Ну, следовательно, не было того, повторюсь, не было того уровня критичности, чтобы останавливать стройку. Да, были микроцарапины, ну, подкрась и все, то есть закрой металл лакокрасочным покрытием, все нормально. У нас проблема. Ну, я не знаю, но если проблема это инициатива и стараться улучшить, да, ну, проблему надо решать. То, что мы старались улучшить, ну, возможно. В краске проблема? Да нет, не в краске. Я думаю, ну, блин, ну не в краске же проблема. Где она подставила. Так в чем же проблема? Вот я все думал, кто? Ну, я считаю, что это, возможно, организационный момент. Надо было согласовывать данную проблему, то есть как-то более щепетильнее. Видишь вот эти царапины, доложи заказчику. Принятие решений, доложи, чтобы можно было, если что, ну, как-то разделить ответственность. То есть, ну, если брать в целом, организационная проблема наша. Это наша исключительно. Мы не согласовали, мы не довели проблему. Ну, если ее можно назвать проблемой, конечно. Но сейчас уже да, сейчас это выросло в проблему. Царапинка это не проблема, а вот крыша покрыта пятнами, это проблема. То есть, ну вот, на текущий момент бывают такие ситуации. Вот в стройке бывают, представьте, такие ситуации, когда применяется новый материал. Как-то с декоративным, лакокрасочным покрытием. Сейчас мы будем покрывать кровлю классическим материалом. Ну, с ним проблем вообще никаких не будет. То есть сейчас все замечательно. То есть с проверенным уже материалом. То есть мы чаще всего в 99% случаях работаем с проверенными материалами. Вот так. А что касается инициативы, ну, я думаю, видите, это проблема, возможно, любого руководителя. Инициативность какая-то, ответственность, что берешь на себя. Вот у меня, я не знаю, что в Якаре вот сейчас у нас случай был, дом-баню. Может, видели последние ролики, мы делали. Там тоже был случай, мы до данного объекта не могли на машине довести груз. Это очень часто бывает. Мы заказчику ничего не сообщили. Мы взяли ответственность на себя, инициативу на себя. Начали пригонять машины более мелкие, разгрузка, погрузка, перетаскивание. То есть мы это все решили. Заказчик даже об этом и не знал, что есть какие-то проблемы с дорогой. А вот когда пришли окончики, дверники, вот они сразу встали там на основном проезде и звонить заказчику. Мол, как будем решать, наверное, надо доплачивать и тому подобное. Мы такие вещи даже не сообщаем никогда заказчику. У меня много таких случаев было, когда мы какие-то организационные проблемы с электричеством, с дорогой, с подъездными путями, да, вот решаем просто сами и заказчикам нашим не говорим, что бывают какие-то проблемы, мы просто решаем их сами. Заказчики, приходя к нам, они этот камень, груз, да, вот этот передают нам, а мы в этом специалисты, мы стараемся их решить, эти проблемы. То есть мы решаем организационные проблемы, ну и строим, возводим дом. Наверное, поэтому даже чаще всего мы не говорим вот на камеру, что-то такими делами занимаемся, инициативу проявляем. Иногда, да, мы не в первый раз уже такое у меня было, что я попадал за свои инициативы, что не докладывал заказчикам, что мы решаем какие-то проблемы с дорогами или с электричеством. А потом были случаи, не буду сейчас рассказывать. Непорядочные случаи даже со стороны заказчиков были у меня. Когда мы решали проблему, заказчик об этом не знал, и он думал, что мы затягиваем сроки, мы решаем твои проблемы на самом деле. Было и такое, но он был недоволен. Был у нас один такой заказчик. Видите, молчим часто. Да я думаю, не только мы. Многие строители вот молчат и не говорят о каких-то организационных моментах, которые они решают. Просто решают и все. В общем, вот этот ролик был о том, как можно неожиданно попасть на 150 тысяч. Вот так вот. Вот так. Да, еще хотел бы добавить, что бы на месте заказчика сделали бы вы? Что
Что на месте строителя сделали бы вы? То есть как поступили на месте строителя, понимая, что вас ждет 150 тысяч рублей наказание из своего кармана? Ну и что сейчас делать с металлом, тоже вопрос. Вот так. Надо сейчас как-то. Это даже интересно услышать ваше мнение. Ну а по металлу действительно мне надо решение. Самое простое, конечно, вывести это все в шрот. Ну или на Авито выставить, да. Надо посмотреть, что делать еще, подумать, что делать с этим. Все, до новых встреч. До новых встреч.